На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Госстандарт Абхазии настоятельно призывает граждан не приобретать и не использовать определенные партии детских сухих смесей под брендами Nestle. Абхазский язык от дошкольного образования до искусственного интеллекта. Минпросвещения и Фонд развития абхазского языка имени Баграта Шимкуба заключили соглашение о масштабном сотрудничестве. Коллектив Государственной хоровой капеллы представит концертную программу «Музыкальные мосты Абхазии и России» в рамках гастролей в Российской Федерации. Ключевые направления деятельности правительства в 2026 году обсудил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Владимир Делба, сообщает пресс-служба Кабмина. Правительство планирует представить итоговый отчет о своей деятельности за прошлый год к концу месяца. Делба подчеркнул важность выполнения в срок поручений президента. Напоминаю, что по ряду позиций сроки крайне сжатые до середины 2026, а по некоторым и того раньше, отметил премьер-министр. Среди приоритетных направлений деятельности правительства названы развитие сельских территорий, поддержка молодых семей, улучшение жилищных условий и меры по поддержке семей при рождении детей. Участники совещания также обсудили инициативы в сферах культуры, спорта и молодежной политики. Так, еще раз приветствую, коллеги. Мы некоторые итоги подвели за прошлый год на заключительном заседании Кабинета министров, но полный отчет о деятельности правительства, о достигнутых результатах, что мы делали в прошлом году, какие меры были реализованы для целей социально-экономического развития, в целях обеспечения безопасности, правопорядка, ну и других важнейших направлений мы к концу месяца, безусловно, опубликуем это. Есть о чем сказать, есть что еще необходимо и нужно сделать. Потенциал, разумеется, большой в этом плане, но хочу вас заверить о том, что текущий год начался с того, что мы с вами, так же, как и в предыдущий год, начинаем активно работать по важнейшим ключевым направлениям, среди которых самое главное – это поручение главы государства непосредственно в целях реализации посланию президента республики. Еще раз хочу напомнить, есть сроки по поручению президента, они у нас самые крайние сроки – это полугодие 2026 года по некоторым позициям, по некоторым чуть раньше. Важнейшим направлением, которое было обозначено в послании, это меры социальной поддержки, улучшения жилищных условий молодым семьям, нашим гражданам. И в этой связи было предложено президентом в кратчайшие сроки проработать вопрос по консолидации средств двух программ «Жилище 26-28» и, соответственно, программу, которая реализовывается через фонд репатриации. Важным аспектом является еще проработать вопрос, в том числе меры социальной поддержки при рождении детей в сельской местности. Ключевым важнейшим направлением остается в социальной сфере, это, разумеется, постоянный мониторинг, анализ возможностей по индексации размера всех социальных выплат. В послании президента об этом тоже было сказано, о том, что до конца года довести при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Мы в декабре месяце с вами инициативу фонда соцстраха поддержали, с 28 до 35 подняли, и это очень важно дальше продолжить. До конца года в обязательном порядке мы должны достигнуть этого уровня в 50 тысяч рублей на ребенка для работающих родителей. Ну, это нас не должно останавливать, это не предел, не порог. Программа улучшения жилищных условий наших граждан. Вот, как и репатриантов, так и непосредственно граждан республики и лиц, которые стоят в очереди на получение жилья по приоритетным категориям нашим. Эта программа тоже будет иметь статус государственной. Прошу вас, коллеги, оперативно включиться, критерии определить и сразу начинать работать в этом направлении и достигать нашу главную цель, естественно, это улучшение качества жизни, обеспечение безопасности нашего населения.
Премьер-министр Владимир Делба встретился с председателем Госкомитета по статистике Камой Гоги. В ходе встречи обсуждалась подготовка к годовой отчетности, включая порядок ее предоставления, полноту и точность данных. Речь шла и о возможных проблемах, связанных с формированием статистической отчетности и путях их решения. Особое внимание было уделено вопросам электронного документооборота и усиления мер административной ответственности за нарушения в предоставлении статистических данных и отчетности. Делба и Гоги также обсудили этапы подготовки к проведению переписи населения Абхазии в 2030 году. Госстандарт республики настоятельно призывает граждан не приобретать и не использовать определенные партии детских сухих смесей под брендами Nestlé. Nestlé Россия объявила о добровольном отзыве ограниченного количества партий детского питания в связи с усилением мер контроля за качеством сырья от внешнего поставщика. Выявлен потенциальный риск наличия токсина цереулида в сырье. Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз и оборот данной продукции на территории России. В Абхазии также проводятся работы по изъятию продукции из продажи. Слово Марианне Котовой. Компания Nestlé заявила о добровольном отзыве ряда продуктов, которые она выпускает. В частности, детское питание определенных марок. В нем может содержаться токсин, который вызывает у детей признаки отравления. В настоящее время, чтобы продукция не попала потребителям, сотрудники госстандарта выявляют упаковки с детским питанием, которые могут навредить маленьким детям. Сейчас проходит работа. Давайте посмотрим, как сотрудники госстандарта изучают внимательно прилавки сухумских аптек. Но такая работа ведется по всей стране. Почти в каждой аптеке находятся экземпляры товара, где может содержаться токсин цереулид. Это токсин, который вырабатывают бактерии, но само отравление не является инфекционным. Дети с симптомами заражения цереулидом не заразны. Не следует путать это с инфекционным заболеванием, потому что инфекционное заболевание протекает с температурой, выраженной рвотой, диареей. Данная продукция может вызвать по типу токсикодермии, да, то есть токсические проявления. И эти токсические проявления не передаются от больного ребенка к здоровому. Они проявляются только в тот момент, когда вещество, то есть в данном случае эта смесь, попадает в организм. По словам врача, в Абхазии не было выявлено ни одного случая заражения токсином, содержащимся в детском питании, как, впрочем, и в других странах. Есть дети, которые принимали смеси вот из этой партии, не поступали, да, то есть сама фирма Nestlé провела у себя расследование, и не было обнаружено тяжелых случаев с тяжелым исходом. В настоящее время у нас здесь, к нам в отделение не обращались дети, которые вот принимали смесь, произведенную в этот промежуток времени. То есть из того, что мы видим, мы не обнаружили проявление осложнения или какое-то тяжелое течение на фоне приема данной смеси. Паниковать не стоит, нет такой необходимости. Поменять смесь можно этой же фирмы, но произведенную в другой период, то есть не с апреля по ноябрь 25-го. Сотрудники госстандарта опечатывают весь выявленный товар, а затем будет приниматься решение о том, что с ним делать. Возможно, поставщикам удастся вернуть продукцию производителю и компенсировать убытки. Вся продукция, которая будет выявлена, будет отложена до определенного, опечатана госстандартом сотрудниками. Будем выяснять, когда было завезено, кем, какими компаниями. Также к нам поступили звонки от официальных поставщиков. Они хотят вывести эту продукцию и компенсировать предпринимателям нашим ущерб на данную сумму. Но мы на сегодняшний день уточним, если вывоз не будет осуществлен, мы будем держать под контролем, данная продукция будет утилизирована или денатурирована на территории Республики Абхазия. С тех пор, как товар был выпущен в продажу, до момента, когда компания Nestlé заявила об отзыве этой продукции, прошло довольно длительное время. Также прошло несколько дней с тех пор, как эту информацию приняли во внимание проверяющие структуры в Абхазии. Вероятнее всего, большинство товара уже разошлось по потребителям. Почти в каждой аптеке обнаруживается товар, в котором, возможно, присутствует токсин. И вполне вероятно, что такую банку могли купить и вы. Чтобы проверить, безопасно ли детское питание, которое вы приобрели, нужно заглянуть на дно
банке и посмотреть на серийный номер и дату производства. Если она с апреля по ноябрь, то вполне вероятно, что такое детское питание употреблять нельзя. Список партий можно посмотреть на информационных ресурсах. Там опубликован полный список товара, который не стоит покупать и давать своим детям. На экране перед вами номера партий и название продукции, которая, по данным производителя, может быть заражена токсином. Эту информацию подробно вы сможете найти на сайте Госстандарта Абхазии. А пока продолжается работа по изъятию банок с детским питанием из аптек и магазинов детских товаров. Именно данной продукции поступила информация в первых числах данного года. Разумеется, сразу начали выявлять данную продукцию, присылать письма, оповещать аптеки, непосредственно само руководство, для того, чтобы они до начала рабочих будней дней, так сказать, начали своеобразную работу по ликвидации, снятию с реализации данного товара. И вот, соответственно, с понедельника уже начали отрабатывать определенные районы. Непосредственно сегодня вот обрабатываем город Сухум. Госстандарт призывает владельцев аптек и магазинов подключиться к работе по выявлению товара из партий, предназначенных к изъятию. А потребителей просят соблюдать бдительность при покупке детского питания. Или нашим законом. Также, что хочу сказать, все предприниматели, которые реализуют на сегодняшний день на территории Республики Абхазия данную продукцию, это можно вот по списку определить, сами добровольно должны снять с реализации данную продукцию, отложить и немедленно сообщить в Госстандарт, для того, чтобы мы зафиксировали количество, объем. Также мы приблизительно должны будем подвести аналитику и подсчет реализованной уже продукции. Приблизительно сколько привезли, сколько продали, сколько в остатке. Нам это нужно для дальнейших мероприятий. Также просьба всем потребителям, особенно мамам нашим, которые приобретали данную продукцию, внимательно пересмотреть, у кого уже она находится дома, посмотреть, сверить. Если оно совпадает с нумерацией, названием и датой выпуска, вот тут указано с 15 апреля по 27 ноября 2025 года, и название совпадает, то немедленно отложить и не употреблять данную продукцию. Для Абхазии такая ситуация с отзывом продукта питания производителям важный опыт. Подобного еще не было. Специалисты надзорного органа столкнулись с необходимостью поиска партии товара, разбросанной по всей стране. Не имея точных данных и электронного реестра, они вынуждены вручную выискивать продукцию по одному экземпляру. Поэтому ситуация с Nestlé для нас не частный случай, а вызов всем органам, отвечающим за продовольственную безопасность в стране. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Абхазия с начала сентября экспортировала в Россию 31,3 тысячи тонн мандаринов. Поставки за аналогичный период прошлого сезона составили 36,9 тысяч тонн, сообщили в ГТК. Кроме того, из республики на российские рынки поставляют фейхоа, лимоны, апельсины и хурму. По прогнозам Минсельхоза, до конца сезона из Абхазии экспортируют около 33 тысяч тонн мандаринов. Более 12 миллионов человек и 2,7 миллионов транспортных средств прошли через пункт пропуска Адлер в 2025 году. За этот период возбуждено 2500 дел об административных правонарушениях и 36 уголовных, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Из них 902 дела заведены по фактам незаконного перемещения табачных изделий. Изъято более 1 миллиона сигарет, это более 5000 блоков. За незаконное перемещение алкогольной продукции возбуждено 307 дел, в рамках которых изъято порядка 2000 литров несанкционированных напитков. В сообщении также отмечается, что таможенный пост Адлер стал лучшим коллективом среди автомобильных пунктов пропуска в ежегодном конкурсе Южного таможенного управления. Гражданина Узбекистана, спасшего ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Котлярову, наградили. Несмотря на опасность, он вошел в горящую квартиру и вынес пенсионерку, которая не ходит самостоятельно. Фахриддин Суяров получил благодарственное письмо и денежное вознаграждение от администрации Гагарского района.
Пожар в квартире Евдокии Котляровой произошел 11 января. Причиной стало короткое замыкание в розетке. Лоджия выгорела полностью со всем имуществом. Остальные комнаты покрылись копотью. Никто не пострадал. Сама пенсионерка чувствует себя хорошо. Ремонт проведут за счет бюджета района. Новости образования и культуры. Абхазский язык от дошкольного образования до искусственного интеллекта. Министерство просвещения республики и Фонд развития абхазского языка имени Баграта Шимкуба заключили соглашение о масштабном сотрудничестве. Речь идет о внедрении новой методики обучения в детских садах и создании глобальной голосовой базы данных. Как технологии помогут сохранить родную речь и зачем учить нейросети понимать абхазские диалекты. Все подробности в репортаже Заура Кварчи. Сохранение и развитие абхазского языка выходит на новый технологический и системный уровень. Фонд развития абхазского языка имени Баграта Шимкуба и Министерство просвещения республики официально заключили договор о сотрудничестве. Соглашение охватывает две стратегические задачи: внедрение инновационной методики в детских садах и масштабную цифровизацию языка. Если брать структуру договора, то два основных направления. Это распространение, внедрение детской методики для изучения абхазского языка от 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях Абхазии. Это первый пункт. И второе – это создание голосовой базы для последующего обучения абхазской речи искусственному интеллекту, да, передачи этих данных. То есть мы ставим перед собой такие цели, как создание голосовых ассистентов, как передача этих баз данных в платформы глобальные, таких как Яндекс, Google и так далее. И наша задача, чтобы искусственный интеллект или машинный перевод понимал абхазскую речь. Главная новость для системы дошкольного образования – переход на уникальную методику обучения. Ранее она уже показала результаты в частном секторе. Теперь ее опробуют в 5 госсадах Сухума, Кагры, Кудауты и Кулрыбша. Особенность программы в том, что она создана для детей, которые изначально не владеют родной речью. Эта методика строилась на разработках Оксфорда, Кембриджа, Баски, российские ученые. То есть весь этот опыт систематизирован и воплощен в эту методику. Если взять содержание самой методики, то на каждом уровне есть тетради, на каждого ученика по 4 тетради в зависимости от направления. Например, здесь книга рассказов. Там дальше есть мастер фотокопии, ну и плюс дополнительная печатная продукция, которая заключается там в карточках и так далее. Плюс есть, конечно, мультики и песни. То есть на каждый уровень есть и 6 мультиков и около 70 песен, если я не ошибаюсь. Важной частью проекта станет обучение воспитателей. Для них подготовлено детальное пошаговое руководство более чем на 200 страницах. Также государством предусмотрена доплата педагогам, работающим по новой программе в размере 5000 рублей. Им очень легко следовать этой методике, потому что здесь все пошагово, ежесекундно, ежеминутно прописано. И это большая подсказка для воспитателя, то есть ему пройти несколько тренингов, и он уже понимает, как работает методика, быстро можно переформатироваться и преподавать эту методику. Вот в январе мы проведем тренинги, и с февраля уже методика будет работать в тестовом режиме до летних каникул, и мы уже будем иметь результаты по работе методики. Второе направление договора – создание масштабной голосовой базы данных. Цель амбициозная – научить искусственный интеллект понимать и воспроизводить абхазскую речь. Работа ведется на платформе Mozilla Common Voice. На данный момент уже записано 136 часов, но для качественного обучения машин необходимо преодолеть порог в 300 часов проверенных данных. Для чего это нужно? В общем, история знакомая, то есть это будет машинный перевод, это будет голосовой ассистент, это будет автоматический дубляж, это будет автоматический перевод тех же видео,
И в целом без того, чтобы абхазский язык был оцифрован в достаточной степени, и эти данные, если не будут предоставлены для открытого доступа, для обучения различных моделей искусственного интеллекта, таких как Google, там, Alisa AI или там, ChatGPT, то функционирование и использование абхазского языка будет ограничено, а значит мы будем в зоне риска. Поэтому для дальнейшего продвижения и развития языка мы видим, что одним из ключевых направлений наряду с внедрением новых методик и других проектов это, конечно же, цифровизация абхазского языка и обучение искусственного интеллекта абхазскому языку. В проекте уже приняли участие студенты АГУ. Теперь к процессу подключатся и школы по всей республике. Стать цифровым волонтером может каждый носитель языка. Нужно зачитывать короткие предложения или проверять записи других. Леван Лагла показал нам, насколько прост этот процесс. Вот заходим в Чавела, и вот так всплывает предложение. Для того, чтобы записать свой голос, нужно просто нажать на микрофончик, в данном случае разрешить. Избанзер арит зижез а юморист ду ишивез иген сара абсчех и тазгетауп. Каждое предложение, озвученное, проверяется двумя другими пользователями. Если предложение прочитано правильно, мы ставим «ай», если неправильно, то «мап». Вот, слушаем. Правильно. Мы рекомендуем, чтобы, это такая настоятельная наша просьба, чтобы прочитанных предложений было 500 и более, прослушанных более 1000. Вот, тогда мы сможем предоставить более чистые, скажем так, данные для обучения искусственного интеллекта, потому что если условно одним голосом будет там, 1 миллион предложений прочитано и там, 2 миллиона прослушано, то на этой системе не сможет обучиться искусственный интеллект. Нам нужно разнообразие голосов. Все желающие поучаствовать в проекте могут обратиться в офис фонда или позвонить по номеру на экране. Специалисты готовы провести обучение даже удаленно. Очень легко мы покажем, как это работает. Если это будет какой-то коллектив, то мы придем в этот коллектив и настроим там работу с платформой Mozilla Common Voice. Если вы удаленно готовы это делать, то у нас есть подробная видеоинструкция. Это занимает буквально несколько минут. Тут важно сказать, что каждый человек, который потратит 4-5 часов в общей сложности на то, чтобы прочитать тексты и прослушать другие тексты, внесет свой вклад в развитие абхазского языка, и там, небольшой кирпичик от него будет в этом цифровом мире, где будет присутствовать абхазский язык. Проекты получили личную поддержку президента Абхазии Бадры Гунба. Тестирование в детских садах продлится до летних каникул, а уже в следующем учебном году методику планируют внедрить по всей республике. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы. Масштабная персональная выставка народного художника Абхазии Батала Джапо под названием «Нардский дом» откроется 22 января в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Экспозиция работ Джапо займет все 3 выставочных зала. Посетители выставки получат уникальную возможность ознакомиться с результатами многолетних творческих изысканий художника, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам. Выставка «Нардский дом» — это художественное переосмысление ключевых образов нардского эпоса, сказания об Абрскиле и эпического наследия знаменитого сказителя Маадана Сакания, а также зарисовки традиционных абхазских обрядов. Экспозиция будет включать в себя графические работы, в которых художник не только иллюстрирует известные сюжеты, но и вступает в глубокий диалог с наследием своих предков. Коллектив Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия представит концертную программу «Музыкальные мосты Абхазии и России» в рамках гастролей в Российской Федерации. Накануне прошла заключительная репетиция перед гастролями хоровой капеллы. Тему продолжит Аристид Каракасиди.
С 16 по 20 января Государственная хоровая капелла Республики Абхазия выступит с гастролями в России. Концертная программа «Музыкальные мосты Абхазии и России» будет представлена в Нижнем Новгороде и Москве в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. Накануне отъезда в коллективе прошла заключительная репетиция. Впереди насыщенный гастрольный график и выступления на крупнейших концертных площадках. Первые два концерта будут в один день, это 16 января. Будет огромное событие, это называется хоровой собор. 400 человек хора, представляете? И наша капелла, как вип-гости, мы приглашены, мы будем петь русскую рождественскую музыку, абхазские старинное песнопение христианское, и духовного концерта. Это то, что будет днем происходить, большое событие, а вечером будет отдельный другой концерт. Участие в таком формате позволяет представить национальную музыкальную традицию в широком контексте и познакомить российскую публику с духовным наследием Абхазии. Следующий этап гастролей пройдет в Москве, где запланированы выступления в знаковых культурных и духовных пространствах столицы. Потом мы едем, в Москву, где состоится тоже очень большой концерт в храме Христа Спасителя. Мы участвуем в концерте, а потом уже это будет 19 января, а 20 января будет совершенно уникальный концерт. Это будет Всероссийский музей прикладного искусства. Там есть и орган, стоит в этом зале, прекрасная акустика. И мы будем выступать с очень известными российскими музыкантами. Гастроли Государственной хоровой капеллы Абхазии проходят при поддержке Росконцерта и Министерства культуры Абхазии. Основанный в 1969 году, коллектив остается ведущим представителем хорового искусства республики. В его репертуаре мировая классика, русская духовная музыка и произведения абхазских композиторов. Даже дорога к месту выступления для артистов становится продолжением творческого процесса. С таким настроем Государственная хоровая капелла Абхазии начинает гастрольный путь, неся свое искусство туда, где музыку понимают без перевода. Арестит Каракасиди, Абаза ТВ. Команда 4-го международного музыкального конкурса лаборатории Алисы Гицба приглашает на открывающиеся концерты победителей 4-го международного конкурса «Музыка без границ и расстояний». На сцену выйдут лауреаты конкурса 2025 года, а также народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, солистка театра «Геликон Опера», художественный руководитель конкурса лаборатории Алиса Гицба. Дорогие друзья, 6 и 8 мы приезжаем к вам в Сибирь. Мы будем выступать для вас в лучших залах Сибири. 6 февраля наш концерт пройдет в Новосибирской областной филармонии в камерном зале. А 8 мы ждем вас в Красноярской филармонии. Вы услышите лучшие голоса нашего конкурса. Наш концерт проходит в рамках конкурса лаборатории Алисы Гицба и при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы исполним для вас произведения русских и зарубежных композиторов. Все подробности о нашем концерте будут в ссылке. Переходите, смотрите, пожалуйста. Мы вас ждем! Заслуженная журналистка Абхазии Мадина Буганба сегодня отмечает юбилей. Она начала свою карьеру на абхазском телевидении в сложные послевоенные годы и почти 30 лет посвятила работе в СМИ. Чем Буганба запомнилась зрителям и коллегам, и какими чертами характера она больше всего удивляет друзей и однокурсников, читайте на сайте «Спутник». Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ по улице Аргун в новом районе в пятницу 16 января с 0 до 20:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум.
Новый район, Колос, улица Эшба, часть старого поселка. Сейчас о погоде. В пятницу в Абхазии облачно, временами осадки, дождь, местами переходящий в дождь со снегом, снег, возможен туман. В предгорьях и горах снег. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до 3, днем от 2 до 7 выше нуля. Температура морской воды 10 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.